Салам алейкум, хурметли милләттәштәр, хаумага дустар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Одно из крупных оппозиционных движений за рубежом, платформ, или как его называть, организаций, форум под названием «Форум Свободной России», сделала два важных заявления, которые бы я хотел бы с вами обсудить, потому что в этих заявлениях есть моменты, которые касаются непосредственно нас, представителей деколониального движения, сторонников независимости своих национальных республик. Но прежде чем мы начнем, я прошу вас подписаться на мой канал, кто этого еще не сделал, поставить лайки, написать в комментариях, что вы об этом думаете, и помочь с распространением данного видео. Так вы поможете YouTube продвигать, расшарить вот это вот видео. Итак, 2 дня назад Форум Свободной России выпустил заявление. Заявление, ну, как всегда, за все хорошее против всего плохого. Ну, там, в принципе, много что правильного сказано о том, что путинский режим должен быть свергнут, что Украина должна победить в этом противостоянии, иначе без победы Украины не будет никакой свободы, должна наступить демократия, что Европа избавится от угроз со стороны России только после падения режима и так далее, и так далее. Много что было сказанного, что обычно говорят российские оппозиционеры. Но там есть такой пункт, который вот является сутью всего этого заявления, который бы я хотел бы вам процитировать. Они заявили о том, что россиянам, находящимся за рубежом, нужна политическая субъектность. Все заявление я не буду читать. Вот я конкретно прочту вот этот вот кусочек, который я считаю очень важный, ну и который является сутью вообще всего этого заявления. Они заявляют о том, что нужна политическая субъектность российской оппозиции за рубежом. И конкретно вот что они пишут. Нам нужен своеобразный русский Тайвань. Экстерриториальный, квазигосударственный субъект, который станет точкой сборки для всех граждан России. Итак, сделав это заявление, в принципе, Гарри Каспаров, он давно говорит о таком русском Тайване. Кто интересуется вообще политическим движением за рубежом, кто о чем говорит, кто что заявляет, какие заявления происходят на тех или иных мероприятиях, те знают, что Гарри Каспаров, который является одним из основателей Форума Свободных России, несколько раз уже заявлял о том, что для российской оппозиции нужен свой русский Тайвань. Правда, здесь они говорят о том, что экстерриториальный квазигосударственный субъект под названием русский Тайвань, который станет точкой сборки для всех граждан России, для меня немножко непонятно, как вообще это будет происходить. Но вообще, подразумевая под словом, когда здесь берется слово Тайвань, здесь имеется в виду что? То, что на сегодняшний момент ставится в пример Китай, китайский народ, который сегодня разделен между двумя государствами. Есть государство Китай, коммунистический, и есть Тайвань, где живут тоже китайцы, но в свое время это, скажем так, враги коммунистического Китая, националисты, китайские националисты, которые там уехали на остров Тайвань, закрепились там и образовали свое государство под названием Тайвань. И когда Гарри Каспаров, вообще Форум Свободной России, заявляет о том, что нужно вот какой-то своеобразный русский Тайвань, который будет противопоставлен сегодняшней сегодняшней путинской России, то что странно, потому что у китайцев, которые живут на Тайване, есть своя конкретная территория вот этого острова. Территория, где они сформировали свое государство, свои государственные образования, ну и живут там. На какой территории собирается строить русский Тайвань Гарри Каспаров? Большой вопрос. Конечно, они здесь пишут, что это экстерриториальный, квазигосударственный субъект, но как он будет работать? Вот если у них не будет своей территории, соответственно, россияне, которые будут входить в этот русский Тайвань, они будут разбросаны по всему свету, входить в это,
вот это экстерриториальное квазигосударственное образование. Как вообще это будет работать? Для меня, в принципе, мне интересно, но для меня это не суть важно. Просто я вам почему сказал вообще про это заявление, про этот русский Тайвань, потому что он дальше переходит к следующей декларации, которая уже была заявлена на следующий день. Если вот это вот заявление о русском Тайване было 19 апреля, то 20 апреля вышла декларация Форума Свободной России, которую бы я уже хотел бы вам зачитать полностью, потому что там действительно есть пункты, которые касаются непосредственно нас, национальных движений, национально-освободительных движений, национальных республик и так далее. Итак, но это следующая декларация, это продолжение вот того заявления, которое было днем ранее про русский Тайвань. Итак, декларация граждан Новой России. Мы, граждане Российской Федерации, порвавшие с путинским режимом, тем не менее осознаем свою ответственность за агрессивную войну, которую Россия развязала против Украины. Мы убеждены, сегодня на полях сражений в Украине решается судьба не только самой Украины, но и судьба всего свободного мира. Если российская армия оккупантов не будет разгромлена, новый виток эскалации и разрастания войны станут неизбежными. Мы заявляем о своем полном политическом и нравственном разрыве с путинским государством, его преступной войной и имперской идеологией. Мы подтверждаем свою солидарность с Украиной, сражающейся за свободу, независимость и европейское будущее. И считаем ее победу необходимым условием мира в Европе. Наша цель, вот это очень важный пункт, наша цель – трансформация имперской России в современное демократическое государство или несколько демократических государств. Для достижения этой цели необходимо обеспечить победу Украины над путинским преступным режимом. Мы заявляем о своей приверженности следующим принципам. Первое. Россия ведет преступную, агрессивную и империалистическую войну против Украины. Второе. Украина должна получить все необходимые вооружения, технологии, финансовые ресурсы и иные средства для разгрома оккупантов и восстановления своей территориальной целостности. Третье. Демократический мир должен использовать все имеющиеся у него механизмы санкционного давления для подрыва военного и экономического потенциала российского режима. Четвертое. Вооруженное сопротивление путинскому режиму является легитимной и оправданной формой борьбы. Пятое. Моральный долг каждого ответственного гражданина России оказывать поддержку вооруженным силам Украины всеми доступными средствами. Шестое. Установившийся в России преступный террористический режим должен быть уничтожен. Седьмое. Военный разгром России является первоочередным условием падения диктатуры и единственным шансом на создание современного, свободного и демократического государства. Восьмое. Все захваченные Россией территории Украины и других государств должны быть освобождены. Девятое. Все российские военные преступники должны быть преданы суду и понести наказание за совершенные преступления. Десятое. Россия обязана выплатить Украине репарации в соответствии с международным правом. И последний 11 пункт, который касается непосредственно нас. Национальные республики и народы, ныне входящие в состав Российской Федерации, имеют право на самоопределение. Военный и идеологический разгром путинского фашизма невозможен без создания основы нового российского государственного устройства. Такая политическая реальность уже сегодня стихийно складывается под бело-сине-белым флагом. Для реализации нашей программы необходимо создание международного правового механизма, который закрепит статус и права граждан России, подписавших настоящую декларацию и заявивших о готовности стать полноценными участниками общеевропейской коалиции и защищать ценности свободного мира от путинской агрессии. Именно эта новая политическая субъектность должна стать плацдармом трансформации России из постоянного источника глобальной угрозы в ответственную и конструктивную часть свободного мира, участвующую в решении общих проблем человечества. Подписано в Страсбурге 20 апреля 2026 года. Декларация представлена Форумом Свободной России. Ну и, соответственно, можно подписать ее под там ссылкой, которая там указана. Итак, что здесь? Естественно, никакую декларацию это подписывать ни я, ни наши сторонники, ни сторонники независимости наших национальных республик не будет, потому что это все касается россиян.
мы себя к ним не относим. Это все касается там переформатирования путинской России в демократическую Россию. Мы не собираемся никакой России жить в будущем, поэтому эта декларация нас не касается. Но на что бы я хотел бы обратить внимание в данной декларации. Итак, вот здесь такой пункт, про который я вам отметил, да, что наша цель — трансформация имперской России в современное демократическое государство или несколько демократических государств. Вот очень важное такое предложение, которое говорит о чем? Если бы, вот когда они здесь говорят о нескольких демократических, то, что трансформация имперской России может произойти либо в одно демократическое государство, либо в несколько демократических государств, можно было бы подумать, что под несколькими демократическими государствами они имеют в виду национальные республики, которые по своей сути являются государствами. Но именно для национальных республик выделен здесь 11-й пункт, который прям конкретно, четко прописан, именно где прописано, что касается именно национальных республик и народов. Поэтому вот в этом предложении, где говорится о том, что наша цель — трансформация имперской России в современное демократическое государство или несколько демократических государств, скорее всего, ну я так думаю, хотелось бы надеяться, что здесь уже речь идет о том, что они не видят единую Россию даже без национальных республик, одно единое государство. Что, скорее всего, они допускают о том, что вся эта территория, даже без национальных республик, оставшаяся территория может разделиться на несколько государств. Ну, условно, как я, допустим, бы видел раздел всей этой территории Большой России без национальных республик, это на условное там какое-то русское государство, которое на территории расположено на территории сегодняшнего Центрального федерального округа. Это Уральская республика, это Сибирская республика, это Дальневосточная республика, это север России, свое отдельное государство. Это Кубань, где-то вот там на юге России, юг России. И это, скорее, возможно, волжские какие-то там государства, сегодняшней Самарской, Саратовской, Волгоградской области, вот что-то такое. Еще раз говорю, я не говорю, что будет именно так. Есть люди, которые там, у них свои виды на эти территории. Я просто говорю, что, возможно, могло бы так, это государство сегодняшнее под названием Россия могло бы быть вот трансформировано именно вот так вот, как я вижу. Поэтому, говоря здесь о нескольких демократических государствах, возможно, я надеюсь, что они подразумевали именно это. Теперь, что касается, если это так, то это очень хороший уже шаг со стороны части российской оппозиции. Не всей российской оппозиции. Мы знаем, что те же самые навальнисты, они категорически против того, чтобы там вообще как-то там Россия была разделена, что национальные республики получили бы независимость. Это у них вообще как бы нет. Ходорковский отрицает это, я знаю. Вот. И перейдем тогда к пункту 11, который непосредственно касается нас. Что здесь говорится? Национальные республики и народы, ныне входящие в состав Российской Федерации, имеют право на самоопределение. Очень расплывчатая формулировка. Вообще просто ни о чем. Что хотели сказать те, кто писал эту декларацию? Ну, если просто как бы такая формулировка, как право на самоопределение, она есть и в уставе ООН. Однако мы знаем, что огромное количество сегодня народов со своими территориями являются колониями, самыми настоящими порабощенными колониями и входят в состав более крупных государств или более крупных народов. И никакая формулировка о том, что все нации имеют право на самоопределение, не помогает им получить это самоопределение в форме независимости или освободиться. Нет, абсолютно. Поэтому вообще вот эта формулировка, где написано, что национальные республики и народы, ныне входящие в состав Российской Федерации, имеют право на самоопределение, такая, еще раз говорю, расплывчатая, туманная формулировка. Просто некоторые противники
ну, сторонники российской, вот это форума «Свободной России», которые симпатизируют там Гарри Каспарову, Тютрину, ну и всем другим, кто входит в форум «Свободной России», они могут что сказать? Они могут сказать, как по-своему интерпретировать вот этот 11-й пункт. Они могут сказать, что национальные республики, здесь написано, что национальные республики, народы имеют право на самоопределение, но у вас уже есть, вы уже реализовали свое право на самоопределение, и то есть эти народы, наши народы, которые имеют свои национальные республики, уже реализовали свое международное право на самоопределение на территории этих национальных республик. У вас, скажут, есть герб, гимн, флаг, своя территория, своя национальная республика, своя конституция, свой парламент. Ну и все, что вам надо. Вот это и называется право на самоопределение. У вас есть государственный язык, который закреплен в Конституции. Все, вот пользуйтесь. Это и есть право на самоопределение. Можно так трактовать. А можно трактовать и по-другому. То есть, что здесь имеется в виду право на самоопределение – это независимость. Полная независимость от России. Поэтому хотелось бы конкретики. Хотелось бы конкретики от тех, кто составлял эту декларацию. Что они имеют, что они понимают под словом «право национальных республик и народов на самоопределение». Что это такое? Хотелось бы вообще, чтобы форум «Свободной России» выпустил какой-нибудь документ, который бы касался непосредственно национального вопроса. Как они собираются, как они видят право на самоопределение. Какое у них отношение будет к национальным республикам выстраиваться, отношение вот этой России. В каком формате. Если это независимость, они предоставляют, ну, они не против нашей независимости, то на каких условиях они против или не против. Потому что вот я знаю, что есть еще одна организация российской оппозиции под названием «Съезд народных депутатов» Ильи Пономарева. Они тоже на словах не против независимости национальных республик. Однако у них огромное количество разных оговорок, условий, что мы должны обязательно провести референдум, что должно пройти какое-то время после падения путинского режима, должно какое-то прийти там переходное правительство к власти, они должны выпустить какую-то серию законов, которые этот съезд сейчас готовит. По этим законам мы должны провести референдум, и тогда начнется там какой-то цивилизованный развод между национальными республиками, хотящими обрести независимость, и все остальной России. Нас это вообще не устраивает. И здесь то же самое, хотелось бы конкретики. Как они видят право на самоопределение? Если это независимость, полная независимость, то как будет проходить это? Если тоже такие условия там с референдумом, там с переходным правительством внутри, в центре Москвы, куда мы должны ездить там договариваться о чем-то, что-то там подписывать, нас это вообще не устраивает, нам это не надо. Почему? Ну потому что, почему нам не нужны никакие референдумы? Ну потому что, начнем с того, что многие покоренные, порабощенные, колонизированные народы со своими землями входили в состав сперва Московского государства, там Российской империи или там Советского Союза без каких-либо референдумов. Никаких референдумов не проводили, когда захватывали Казань и там или Кавказ или Сибирь. Никаких референдумов не было. И даже если какие-то договора заключались между народами и Московским государством или Российской империей, эти договора практически сразу же были нарушены со стороны Москвы, что обнуляли все договоренности. Они тут же устанавливали полный контроль. Многие эти договора, которые заключались, они не несли под собой смысл вхождения в состав Московского государства или Российской империи. Нет, это были просто союзы, оборонные союзы какие-то. Но не более. Никто не соглашался, там, что вот теперь мы полностью ваши там, данники, и теперь мы ваши полные, там, полностью в вашем распоряжении, вся наша территория в вашем распоряжении. Нет, такого никогда не было. Поэтому никаких референдумов не было, когда
эти наши народы затаскивали в эту империю. Почему мы сейчас должны проводить референдумы, выходя из состава России? Непонятно. Это первое. Второй аргумент, почему никаких референдумов не должно быть. Потому что в результате колонизации наших земель на сегодняшний момент во многих национальных республиках проживает большое количество русского населения, которое просто колонизировало эти земли, понаехали к нам, как любят выражаться сами русские по отношению к представителям Центральной Азии или Кавказа. Понаехали к нам эти русские на нашей территории, на наши земли. Мы их туда не приглашали. На наши земли мы не приглашали русских. Без нашего спроса приезжали огромные волны переселений. И сегодня получилось так, что коренное население, автохтонное население национальных республик меньше, некоторые национальные республики я имею в виду, коренное население меньше по своей численности, чем понаехавшее русское население. И естественно, понятно, что в большинстве своем русские не будут за то, чтобы национальные республики обрели свою независимость. Они будут голосовать против. Что, конечно же, грозит тому, что референдум может не состояться. Поэтому право на, вообще, если уж на то пошло, право на голосование имеет право только коренные автохтонные народы, если уж говорить о каких-то референдумах. И то, учитывая то, что сегодня уже на протяжении многих десятилетий идет пропаганда, путинская пропаганда, которая просто разъедает мозги россиянам, в том числе и представителям национальных республик, народов. Сложно говорить вообще о таком важном шаге, как независимость. Люди боятся перемен. Когда та же самая российская оппозиция приводит нам в пример, что посмотрите, проводились референдумы в момент распада СССР, и все легитимно, они обрели свою независимость через эти референдумы. Тут надо понимать, что многие национальные республики, бывшие союзные республики, которые обрели независимость, они проводили референдумы в результате того, что уже 4 года, 5 лет где-то, начиная с 1985 года, как пришел Горбачев к власти и объявил курс на перестройку, уже поменялась очень сильно система в Советском Союзе. Очень многое было можно из того, чего раньше было нельзя. Открывались архивы, начинали появляться организации, общественные организации, национальные организации. Появилась свобода слова, появилась гласность, появился плюрализм мнений, люди спорили, люди постепенно избавлялись от страха, репрессий, от страха перед режимом. И этот страх пропадал в течение нескольких лет, начиная с 1985 года по 1991 год, когда произошел распад СССР. В течение этих 6 лет страх постепенно исчезал. Люди постепенно втягивались в политический процесс. Еще раз говорю, открывались архивы, люди узнавали настоящую правду о коммунистическом режиме, о репрессивной машине, о том, сколько людей было загублено. Это имело свою роль при принятии решений. И, конечно же, когда проводились референдумы в некоторых союзных республиках, они сыграли свою роль в этом. Именно этот промежуток в течение 5-6 лет, он сыграл свою существенную роль. Народ уже был освобожден от догм советского режима, от этой пропаганды. Сознание уже было более-менее очищено. Люди более-менее знали правду, поэтому они уже не боялись, и они осознавали четко, что независимость лучше, чем зависимость от СССР. Но мало того, еще хочу сказать, что референдум-то не везде проводился. Референдум проводился только в нескольких бывших союзных республиках, таких как проводился он в балтийских странах, в Литве, в Латвии, Эстонии. Проводился он в Грузии, Армении, Украине и Азербайджане. В таких союзных республиках, как Беларусь, Молдова,
Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан вообще не проводился референдум. Мало того, в самой России не проводился референдум никакой. Референдумы прошли только в 7 из 15 республик СССР. И остальные республики получили независимость через политические решения элит на фоне общего распада государства. Вот так вот. И никто им сейчас не предъявляет претензий к тому же самому Казахстану или Узбекистану, говоря о том, что или Беларуси, никто не предъявляет претензий, что у вас, раз вы не проводили референдум, то теперь вы не являетесь независимыми государствами. Нет. И поэтому и нам никакие референдумы не надо проводить. И мы против того, чтобы проводились какие-либо референдумы. У нас не будет на это времени. Мы будем объявлять о своей независимости по факту. А дальше уже развод с Россией. Будут созданы комиссии, которые будут садиться за стол переговоров и обсуждать, где какие предприятия, кому что принадлежат, трубопроводы, газопроводы, границы и так далее. Все мирно. Вы со своей стороны не имеете к нам никаких претензий. Мы к вам тоже не будем иметь никаких претензий. Имеется в виду вот по факту развода экономического. То, что находится на нашей территории, будет принадлежать нам. Мы национализируем вновь все предприятия, которые вы у нас мошенническим путем забрали, и олигархи скупили, или вы национализировали. Мы назад заберем. Все, что находится на территории нашей республики, наших республик, будет принадлежать нам. В остальном, по трубопроводам, по трассам, федеральным трассам, по газопроводам договоримся, я уверен. Только так, вот так я вижу. И поэтому хотелось бы, чтобы Совет форума Свободной России, там Высший Совет, по-моему, так он называется у них, чтобы они прояснили 11 пункт, что они понимают под словом, что национальные республики и народы имеют право на самоопределение. Что входит в это понятие? Нужно разъяснение вообще по национальному вопросу, по вопросу независимости наших государств, национальных республик, наших народов. Вот это бы хотелось бы мне донести. Надеюсь, что это видео увидят представители форума Свободной России и смогут ответить конкретно по существу заданного вопроса. На этом все. Спасибо. Хау булыгыз, хурмәтле милләттәшләр. Осы шагыйрь тиклем.